В Душанбе задержан экс-сотрудник ГКНБ Таджикистана, критикующий власть. В России могут исчезнуть 2 миллиона рабочих мест, а кризис ударит по мигрантам. Из 41 выпускника лицея в Худжанде 30 поступили в зарубежные вузы. В Душанбе задержан экс-сотрудник органов безопасности Таджикистана 72-летний Маматсултон Мавланазаров. По словам близких, бывшего чекиста задержали сотрудники милиции 16 июня у него дома. Местонахождение и причина задержания Мавланазарова неизвестны. В МВД по городу Душанбе и столичной прокуратуры не стали комментировать информацию о задержании экс-сотрудника госбезопасности. Маматсултон Мавланазаров регулярно критиковал в соцсетях действия таджикских властей, в том числе в связи с майскими событиями в Горно-Бадахшанской автономной области. Он недавно сообщил на своей страничке в Фейсбуке, что в апреле этого года сотрудники милиции попытались задержать его в 101-м микрорайоне и доставить на допрос. Близкие Мавланазарова сообщили, что рано утром в четверг 9 человек в милицейской форме задержали экс-сотрудника госбезопасности прямо в его постели. Ему не дали одеть обувь, и его босого насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Где он находится в настоящее время, мы не знаем, сказал один из близких экс-чекиста. Собеседник по соображениям безопасности предпочел остаться неназванным. В МВД, прокуратуре и управлении ГКНБ столичного района Сино сказали родным Мавланазарова, что его местонахождение им неизвестно. Маматсултон Мавланазаров в 70-е годы работал корреспондентом молодежной газеты «Комсомолец Таджикистан». Потом, как сам он написал в Фейсбуке, перешел на работу в ГКНБ Таджикистана. Сейчас бывший КГБшник находился на пенсии. Мавланазаров нередко публиковал посты в Фейсбуке, в которых в частности критиковал нынешнего председателя ГКНБ Саймумина Ятимова. Санкции, введенные против России в качестве ответной меры из-за российско-украинского конфликта, тяжелейшим образом могут сказаться на российской экономике, на рынке труда. Речь может идти о потере порядка 2 миллионов рабочих мест и росте безработицы с 4,4% до 7,8%. А спад экономики России неизбежно повлияет на доходы работающих в стране мигрантов и, соответственно, на экономическую ситуацию в их родных странах. Об этом заявила Международная организация по миграции по случаю Дня семейных денежных переводов, который отмечается 16 июня. Резкое сокращение переводов из России, несомненно, негативно скажется на экономике стран, полагающихся на денежные переводы, отмечает Рената Хельт, директор регионального отделения МОМ в Вене. Большинство мигрантов выразили желание пока остаться в России, но если в экономике произойдет поворот к худшему, все больше людей будет возвращаться домой, говорится в заявлении. И это уже происходит. По данным МОМ, в первом квартале нынешнего года из России на родину уехали 60 тысяч мигрантов из Таджикистана и 133 тысячи из Узбекистана. Теперь они, скорее всего, пополнят армию безработных в собственных странах. 12 выпускников лицея для одаренных детей в Худжанде получили в целом $2,5 миллиона грантовых средств на продолжение учебы в ведущих вузах Америки. Об этом со ссылкой на директора лицея сообщает пресс-служба администрации Сагдийской области. В текущем году лицей заканчивает 41 учащихся, из них 12 поступили в лучшие вузы Америки, сказала директор лицея Сураяхон Нимадзода. По ее словам, эти ребята в этом учебном году приняли участие в международных конкурсах и олимпиадах, проходивших в вузах США, и прошли. При этом в Америке их готовы принять 20 престижных учебных заведений, в конкурсах, в которых лицеисты принимали участие. Из этих вузов ребята выбрали лучшие для продолжения учебы. Еще 18 выпускников лицея поступили в высшие учебные вузы Германии, Турции, Австрии, Швейцарии, Болгарии и России, а 11 учащихся сдали документы для поступления на различные факультеты Национального университета Таджикистана, сказала Нимадзода.